Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Продолжаем знакомство с падежами казахского языка. Сегодня у нас 12 урок. Тема «Жатыс септік». Информации по теме много, и они разные, поэтому решили дать в 3 урока. Уроки условно назовем жатыс септік 1, жатыс септік 2, жатыс септік 3. На самом деле в грамматике такой разбивки нет. Это только лишь для того, чтобы было удобно воспринимать материал. Итак, жатыс септік 1, местный падеж. Сұрақтары вопросы. Қайда, где, қай жерде, где, в каком месте, кімде, у кого, неде, в чем, на чем. Жалғаулары окончания да, де, та, те. Мы видим на экране 2 столбца слов. Соединяя 2 части слов, можно прочитать простые нераспространенные предложения. Ойыншық бар, есть игрушка, ағаштар тұр, деревья стоят, мысық отыр, кошка сидит, ит жатыр, собака лежит, гүлдер көп, много цветов, жапырақ жоқ, нет листьев. Хочу напомнить, что глагол в казахском языке всегда стоит на последнем месте в предложении. Теперь посмотрим, что же находится под шторками. Открываем первую шторку, видим слова в атау септік. В начальной форме стоят слова. Открываем вторую шторку и видим окончания. Эти окончания добавим к словам, чтобы получились предложения. Окончания добавляются к словам строго по закону созвучия. Мягкие окончания к мягким словам, твердые окончания к твердым словам. Если слово оканчивается на глухой согласный, то окончание начинается с глухого согласного. В нашем случае начинается с буквы Т, в других случаях начинается с буквы Д. Итак, соединяем окончание. Бала слово твердое, поэтому мы подберем окончание твердое «да». Балада ойыншық бар. У ребенка есть игрушка. Көше слово мягкое, поэтому подбираем окончание мягкое «де». Көшеде ағаштар тұр, на улице стоят деревья. Жолда мысық отыр, на дороге сидит кошка. Жерде ит жатыр, на земле лежит собака. Мектепте гүлдер көп, в школе много цветов. Ағашта жапырақ жоқ. Вот у нас получилось распространенное предложение. Как вы видите, слова в жатыс септік показывают, где происходят события, поэтому этот падеж называется местный. Но у него есть и другие функции, о которых расскажем на других уроках. Көптік жалғау множественное число. Сұрақтары кімдерде, нелерде, у кого, в чем, на чем. Жалғаулары да, де. Көшелер, автобустар жүр. Просто набор слов. Теперь мы добавляем окончание по закону созвучия. Оқушылар да, күнделік бар. На улицах автобусы ездят. У учеников дневник есть. Перевод этих предложений. Рассмотрим примеры. Зная жатыс септік, можно построить много предложений и даже тексты. Вот пример текста по теме көше. Итак, мынау көше, это улица. Көшеде үйлер бар, на улице есть дома. Көшеде ағаштар өседі, на улице растут деревья. Көшеде шөп өседі, на улице растет трава. Көшеде адамдар жүр, на улице ходят люди. Көшеде ит жоқ. Заканчивая наш урок, можем сделать вывод, что жатыс септік отвечает на вопросы кімде, неде, қайда, имеет окончание да, де, та, те и показывает место, где происходит действие. Как уже говорилось, у жатыс септік есть и другие функции в речи, но о них поговорим на следующих уроках.